Сельмицкий, здравствуйте. Я очень рада вас приветствовать из Лисаковского музея культуры и истории Верхнего Притоболя. За последнее время это место стало известно всему миру благодаря очень важному фестивалю, который носит имя Тура Хейердала. Мы выросли с именем Тура Хейердала. Это было время, когда мы отслеживали его экспедиции на Контике, на Ра, и, наверное, как говорят, воля судьбы, исторические факты сопутствовали тому, что именно здесь, в Лисаковске, сегодня проводится этот фестиваль. Фестиваль – это важная форма событийного туризма. В наше время очень борется для того, чтобы привлечь внимание людей к своему региону, рассказать об этом месте. И то, что сегодня проводится в таких важных коммуникациях, важных технологий, и все здесь, и на базе такого уникального места, наверное, должно сопутствовать тому, что мы называем планетарная культура и общая матрица, на которой построена протогородская цивилизация, ареал распространения, который от Аркаима, Лисаковска, Денисовки, Рудова, которая включала эту большую территорию. Жалко, что в условиях ковида фестиваль ограничен возможностями проведения, то есть это не офлайн, это онлайн. Но руководство, я считаю, музея города Лисаковского, ведущие специалисты, все, кто полюбил этот фестиваль, сделали то, чтобы не потерять эту ниточку, то, что нужно всегда, потому что когда я вам показывала и рассказывала о фестивале, который проводится в Бухаре, шелк и специи, да, даже в таких же условиях находится Узбекистан, они все-таки провели, да. Почему? Если забудется, то забывается. И чтобы не оборвать эту связь, не оборвать связь впечатления, фестивали должны каждый год наращиваться и стать местом, где человек полюбит то, что полюбил уже один раз. И это сложно и трудно. Не случайно музеи сейчас много работают в этой культурно-образовательной деятельности, используя фестивали, но фестивали поддерживать их высокий уровень качества нелегко, очень трудно. Для этого нужно общее объединение, необходимы, вы знаете, технические возможности. Все это у вас обеспечено. И я надеюсь, что символ, логотип фестиваля Дэштоп, это ладья, я считаю, скорее всего, это ладья, это плывущие люди, да, и эти важные коммуникации, они действительно себе там гребут, оно сопутствует тому, что для культуры, для общения наша планета всегда была открыта, и она очень мала. Но то, что наш Лисаковск, Верхнее Притоболье стали местом такого общения, это очень радостно, это важно, и я еще раз хочу всех поздравить и пожелать специалистам музея, людям, живущим в этом регионе, руководству города Лисаковска, никогда, пожалуйста, не упускайте важную ситуацию, важную возможность для мировой презентации, которую вы сейчас сделали, да, и чтобы личность Тура Хейердала, имя Хейердала и ваша богатая история, еще, знаете, нужен такой всплеск общественного интереса, всплеск не только мира, как там Россия приезжает и так далее, а в первую очередь сам народ местный ждал этого, ждал как Нового года, как 1 мая, да, и тогда этот подъем передается всем другим людям, и это важно, потому что я, рассказывая о событийном туризме, говорила вам, что фестивали дают ту возможность, о которой говорил Ужас Умарович Сулейменов. Мы кочуем навстречу себе, узнавая из других. И фестиваль этому соответствует. В действительности мы кочуем навстречу себе, узнаем мировые цивилизации, открываем новые технологии,
и в наше сложное время мы идем навстречу вот, тем коммуникациям. Что такое коммуникация? Сам музей – это перекресток коммуникации. Прошлое, настоящее, будущее. Но вот фестиваль позволяет нам еще раз сказать, что история не мы в прошлом, а прошлое в нас. Что мы это всегда помним. И у истории нет конца, мы всегда ее в середине. И чтобы каждое поколение добавило вот яркий момент, ощущения, которые этот фестиваль, его нужно передавать из поколения в поколение. И пройдет много лет, чтобы дети говорили, вот моя бабушка, мой дедушка, мои родители были сопричастны к этому фестивалю. Вот то, что отличает фестиваль, сопричастность людей, огромные возможности. Ну, единственное, я желаю, вы знаете, каждый год, каждый уровень делать на высочайшем уровне. Потому что фестивали, как формы событийного туризма, они требуют идеальной отработанности, идеального вот, служения интересам человека, и самое главное, вот, духовному подъему. И вот, вау, вот это вот очень сложно, трудно сделать, но фестивали как форма вот этого требует. Поэтому удачи вам, успехов, и действительно, пусть успеху это успех, и этот успех вы всегда поддерживали. Поэтому здоровья коллективу, здоровья всем людям, живущим на этой земле. И, конечно, пусть еще много тайн раскроет эта земля, потому что я думаю, что еще не все разгадано, да. И ее недра, ее богатство вот, служили вот таким духовным раскрытием, без которого мы никто в этой жизни, а всегда хочется идти вот по миру, говоря о том, что мы часть той большой цивилизации, той матрицы, к которой вы сегодня сопричастны. То есть это городская культура, о которой мы говорим. А люди городской культуры и городской принадлежности, они считались всегда высокоорганизованными людьми. И поэтому большие и малые города мира, а сейчас на планете Земля 2 миллиона городов, это часть той протогородской цивилизации, которая началась отсюда. Это очень важно. И пусть города будут, пусть они светятся, пусть они живут, развивается их инфраструктура, как делали наши далекие предки. Это были и обсерватории, это были и кузнечные, это и вот эта кольцово-радиальная система, как культ Солнца, сопутствовала тому, что люди жили в городах и всегда понимали, что это гелицентризм. Да? Вот много таких вопросов, которые нужно получить именно здесь, на этой земле. Поэтому успех никогда не останавливается на том, что сегодня сделано. Вот чем событийный туризм уникален и форма фестиваля. Спасибо. Нельзя останавливаться. Всем удачи, здоровья. Ну, будем ждать встречи с этим местом.